Hakıda hizipli штежімірзем, ендежімірзем, бурнеде ырыгун бұлдар, сыйлық сунат бірзіре. Добрый день, уважаемые земляки, коллеги, друзья, участники межрегиональной научно-практической конференции. Сегодня мы приветствуем вас в стенах Национального музея Чувашской Республики. А музей, друзья, это не просто красивое здание с высокими потолками. Это настоящий хранитель истории и культуры, где каждый экспонат рассказывает свою удивительную историю. И мы, и вы сегодня в этом замечательном зале оказались не случайно. Как вы все знаете, президент России Владимир Владимирович Путин объявил 2025 год годом защитника Отечества, а глава Чувашской Республики Олег Алексеевич Николаев объявил этот год годом победы и патриотизма. Это, во-первых. И второе, тема нашей конференции, их имена останутся в истории, также напрямую связана с историей. Даже можно сказать, что в какой-то степени связана с этим историческим зданием. Наша с вами конференция посвящается 130-летию со дня рождения генерал-лейтенанта Константина Павловича Неверова, правнука купца Ефремова, известного чувашского купца и мецената. А здание Национального музея, уверены, вы многие знаете, также напрямую связан с потомком Ефремовых. Благодарим Национальный музей, руководство музея, Ирина Петровна, лично вас за содействие в организации и проведении нашей конференции Кавахсире. Меня зовут Лидия Ивановна Филиппова, я журналист и писатель и модератор сегодняшнего мероприятия. С нами сегодня представители научного, краеведческого, педагогического, литературного, ветеранского, кадетского и других сообществ Чувашской Республики и города Челябинск. Почему Челябинск? Это вы скоро поймете. Особенно приятно, что в этом зале присутствуют как старшие, так и подрастающее поколение. Среди них назову только некоторые организации. Ветераны Чувашского регионального отделения Российского союза ветеранов во главе с председателем Осиповым Виталием Петровичем. Ветераны Чувашской республиканской... Да, давайте поаплодируем. Ветераны Чувашской республиканской общественной организации ветеранов боевых действий «Доблесть» города Чебоксары, председатель Яковлев Владимир Николаевич. С нами кадеты Чувашского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза Кочетова. Также с нами кадеты кадетской школы имени генерал-майора милиции Архипова города Чебоксары Чувашской Республики. Кавахсире-Бурнеде. Ну и, скажем так, самое интересное, с нами сегодня, представляете, потомки известного рода чувашских купцов, меценатов, благотворителей Ефремовых. Ожидаем, что на связь с нами по телефону выйдет внучка генерал-лейтенанта Неверова Наталья Викторовна, также ее супруг Валерий Михайлович Матюнины, такая фамилия. Также с нами внучатый племянник Константина Неверова, он здесь, Григорьев Валентин Никонорович. Вот он. Друзья, тусем, индерсем. Для открытия конференции слово представляем президенту Чувашского национального конгресса Клементьеву Валерию Леонидовичу. Валерий Леонидович, Серезова, Таргашев. Изъявляя Таванзем, Индерсем, Кивнеганазем. Добрый день, дорогие друзья. Паянхигун, Тернмелевун, идея Шотлада Кирле, Шагунбек мероприятия, регион Земушинже, Кажал Билетбер, Чувашской Республикинже, Сагрбону Шул Тулдарна Майба, патриотизм, Шулдала Гедезе Галатаринде, Шинделю, Шуле Гажал Сагрбону Жул Булать, Шагунбек мероприятия, Бирин Иде Нумайта Вас Булать, Бирин Ендеш Сем Жинжень, Был Аштабурунзанда, Шубашкар Булинже, Республика Тула Жинже, Бирин Нумай,
онгейке генерал сейм терле регион сейм жепунаган берин кендешсем. Баянхи мероприятие безире саламладып, пызыкта узмайке кыладып, Лидия Ивановна Сирия, Валентин Никонорович, Ирина Петровна, Сирия Картулдыванзем, Баянхи Гун, Изир, Чуваш, Наций Конгрессипе, Парле Бумнижим. Шапла була, Парле була. Друзья, очень приятно, что сегодня с нами работники, сотрудники военного комиссариата. Хорошо. Как? По сценарию, хорошо. С нами сегодня Плаксин Сергей Николаевич, начальник отделения по военно-патриотической работе и работе с ветеранами военного комиссариата Чувашской Республики. Сергей Николаевич, пожалуйста. Уважаемые участники конференции, добрый день всем. Я прочитал вот эту маленькую брошюрку про Константина Павловича Неверова. Ну, к сожалению, так получилось, что как-то раньше не знал про этого человека. Прочитал и удивился, насколько насыщенный жизненный путь прожил этот человек. Прошел 3 войны. Начал Первая мировая, даже 4. Сначала была Первая мировая война, потом Гражданская война, потом Финская война, потом Великая Отечественная война. Прожил тяжелый период сталинских репрессий. Сам из числа купцов, а эта категория в годы Советского Союза, в то время, точнее, 30-е годы, она вызывала некоторые опасения и был на грани того, что был подвергнут из-за своего происхождения репрессиям. Но он не только выжил и прошел этот путь, но и стал красным командиром, дослужился до звания генерал-лейтенанта. Прекрасный офицер, прекрасный представитель чувашского народа. Вот на таких и должны воспитываться наша молодежь, да и мы все, на таких людях. В свое время было в одном из фильмов, вы все прекрасно знаете этот фильм, была сказана такая фраза: есть такая профессия Родину защищать. И вот Константин Павлович выбрал эту профессию защитника Родины. Он защищал ее на всех своих должностях, на всех своих постах. Награжден большим количеством наград, орденов и медалей. Будут еще сказаны слова о его биографии, о его вкладе в военную историю нашей Родины. Пожелаю молодежи в первую очередь учиться на примерах наших предков, тех, которые жили 100-200 лет назад. Учиться на примерах наших прадедов, которые воевали в годы Великой Отечественной войны. Учиться на примерах наших отцов, которые воевали в Афганской войне. И учиться на примерах наших соотечественников, наших земляков, нашего же возраста ребята, те, которые выполняют сейчас боевые задачи в условиях специальной военной операции. Я думаю, что сегодняшняя конференция пройдет с большой пользой, и многие из вас узнают много интересного про нашу республику и про таких людей, которые восславляют нашу красивую Чувашию. Сергей Николаевич, благодарю за такие добрые слова. Друзья, вот наступил этот момент. Арсений, пожалуйста, сюда. Внимание, дорогие гости. На прямой линии с нами Наталья Викторовна Матюнина, внучка Константина Павловича, и ее супруг Валерий Михайлович. Наталья Викторовна, вы нас слышите, наверное, да ведь? Валерий Михайлович, добрый день. Одна? Хорошо. Наталья Викторовна, здравствуйте, приветствуем вас. Мы рады и счастливы слышать и видеть вас. Меня слышно. Да, слышно, слышно. Хорошо?
Ага. Наталья Викторовна, все слышно? Здравствуйте. Мы приветствуем вас в этом замечательном зале. Мы сегодня находимся в конференц-зале Национального музея Чувашской Республики. Это главный музей нашей Чувашии. И имя, фамилия Неверов напрямую связан с нашим музеем. Но вы поняли, что у нас сегодня конференция, посвященная 130-летию Константина Павловича Неверова, вашего деда. Получается, наверняка у вас есть что сказать нашим землякам, участникам конференции. Пожалуйста, вам слово. Спасибо вам большое за такое доверие, за такое вообще, знаете, просто вот переполняет меня такая радость, такая гордость, что вы заинтересовались своим дедушкой. И большой привет и самые наилучшие пожелания от меня и от моих родственников, которые очень благодарны в первую очередь Артемию Николаевичу, который разыскал нас, увидев статью в интернете, разыскивал нас почти целый год. И наконец-то у нас произошла встреча, мы встретились и обменялись, я рассказала, и мой муж поделились, что был за человек дедушка. Очень вам благодарны. Просто вообще низкий поклон вам. К сожалению, приехать я не смогла, моя дочь тоже не смогла приехать. Но мы мысленно с вами, душой и сердцем, мы на конференции. Поэтому желаю очень хорошего, успешного вам проведения конференции. И, конечно же, огромное спасибо за такое вот честь, за такое доверие, за такое внимание нашему дедушке. Просто благодарность, просто огромная. Но про дедушку, если вот Артемий Николаевич говорит, поделиться, как вот мы в деле разговаривали, это, конечно, человек был большой души, очень вежливый, интеллигентный, воспитанный, культурный. Никогда голос на нас не повышал. И ко всем людям относился с большой любовью и с уважением. То есть как человек, это вот пример для нас всех. Для меня, для моих детей, внуков, для всех вот наших родственников это просто пример для подражания. Как надо жить, как надо любить жизнь, как заботиться обо всех. Поэтому я не знаю, что еще сказать. Я на такой большой аудитории никогда не выступала. Спасибо вам большое. Спасибо. И желаю вам отлично провести эту конференцию. И надеюсь приехать к вам в этот замечательный город, посетить все ваши прекрасные достопримечательности. Я все почитала про ваш прекрасный город. Мне очень все понравилось. Спасибо вам большое. Наталья Викторовна, благодарим вас, желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни. Спасибо, что нашли время выйти с нами на связь. Из Челябинска она звонила. Спасибо вам еще раз. Благодарим. Всего хорошего. Вот это была внучка генерал-лейтенанта Константина Павловича Неверова. Друзья, мы сегодня находимся в Национальном музее. Видите, замечательный зал. Напрямую связан с фамилией Неверовых. Об этом нам расскажет в своем приветствии директор Национального музея Чувашской Республики Ирина Петровна Меньшикова. Даргашина Ирина Петровна. Ürgün budur Hanazem, Çınaktarbayan Pedik Камалабая Даньявала Бузарги, Чуваш Нацумузейнде, Изергунда Кинешин Бурниди себе Пысыктал, Памяти Терезакалариш Пирни музей, Чуваш Нацумузей, Чынакта Неверус Инженебе Пиде Чуричи Гнуба, Нышиндезень Пирни музея, Пинде такой Ширин Бремеш Шудаушный музей, Перлемеш заведующий Николай Неверов полно. Был Аслы Питчер был задрать. Генерал-лейтенантом Аслы Питчер был задрать. Шамбада Кучанахта Пидифирищигана Ямалазем. Дорогие друзья, я очень рада вас здесь приветствовать. Рада, что вы здесь на таком замечательном мероприятии.
Действительно, сейчас было сказано о том, что вообще история Национального музея очень тесно связана с семьей Неверовых, а именно потому, что первым заведующим созданного в 1921 году музея, вот где мы с вами находимся, был Николай Неверов, старший брат генерала-лейтенанта. Вот, поэтому это все очень интересно и символично, то, что вы здесь сегодня находитесь. Но если говорить о том, действительно, вот в этом году, этот год очень знаменательный, очень значимый, и Чувашский национальный музей подготовил не одно мероприятие, не один проект. Например, мы привозим в апреле открываем в стенах музея выставку о художниках-фронтовиках из фондов Музея Победы. В городе Москве это главный музей, который рассказывает об истории Великой Отечественной войны. Также мы сами готовим из писем фронтовиков. В этом письме «Я остаюсь жив», это так называют, этот проект, где будут представлены письма фронтовиков, каталог. Мы его заново издаем, и, конечно же, будут эти чтения в виде иммерсивного спектакля, чтения этих писем. Поэтому, ну и много других интересных мероприятий, я вас всех приглашаю принимать в них участие, потому что я думаю, что не только сам день 9 мая, но и весь год у нас должен быть наполнен и воспоминаниями о тех, кто нам обеспечил мирную жизнь, о тех героических событиях, чтобы мы знали, помнили и никому мы не должны дать переформатировать, переиначить историю нашей Великой Победы, которая спасла всю страну от фашизма. Поэтому приглашаю, приходите и ждем вас в наших музеях, но прежде всего, конечно, в музее воинской славы, в музее Чапаева и на мемориале, возможно, не все еще. Скажите, пожалуйста, кто был на мемориале в Козловском районе? Не был. Кто не был? Да, не так много вас тех, кто был, да, больше тех, кого не было. Вот, я думаю, что мы будем организовывать туда экскурсию, смотрите, изучайте, и мемориал, посвященный труженикам тыла, нашим бабушкам, прабабушкам, которые в первые годы войны выстроили 308 которые выстроили в первые годы войны 380 километров оборонительных рубежей, которые проходили и по территории Чувашии, и по территории других республик, которые с нами граничат. Я вас прежде всего поздравляю с этим годом, с наступающим праздником, 80-летием Победы, и желаю нашей конференции хорошей, плодотворной работы. Я думаю, что вы действительно, как было уже сказано, узнаете много интересного. Добрый путь работы. Ирина Петровна, 23 музея директора, когда будет Ирина Петровна, Иван Мырзем, изербледерінде Ефрема Хужа, истории, Топчевич, Аплавитха, Перенбе, Варащак, Залра, Баян, Чуваш Пашалах, гуманитарии, институтин директоре Исаев Юрий Николаевич Пумала, была филология словзен докторе, Юрий Николаевич из Иркунда и защитнее. Юрай, был Кайл защититель, а Заргатар сейчас волнует. Тогда продолжаем нашу программу. Приглашаем в зал кадетов Чувашского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза Кочетова. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые участники межрегиональной научно-практической конференции. Их имена останутся в истории. 2025 год в Российской Федерации объявлен годом защитника Отечества и годом победы и патриотизма в Чувашской Республике. 9 мая 2025 года вся страна будет отмечать 80-летие со дня Великой Победы в Великой Отечественной войне. В ней история нашей страны, боль утрат, живущая в каждой семье, гордость за нашу Родину и наш многонациональный народ, который проявил самоотверженность
и мужество в военное время. Сегодня наша встреча посвящается достойному сыну России, нашему земляку, генералу-лейтенанту Константину Павловичу Неверову. Герои Отечества. Звучно, весомо, надежно, ответственно, с детства знакомо. Красивая, емкая, четкая фраза. В ней честь и достоинство, святость приказа. В ней вера, любовь и солдатская совесть. В ней мужество, смелость, судьба, словно повесть. В ней доблесть, отвага и мир гуманизма. Военная служба, олимп героизма. Стихотворение Степана Кадашникова «Ветер войны» читает Титов Кирилл, кадет 9 класса Чувашского кадетского корпуса ПФО имени Героя Советского Союза Александра Васильевича Кочетова. Степан Кадашников. Ветер войны. Как было много тех героев, чьи неизвестны имена, навеки их взяла с собой в свой край неведомая война. Они сражались беззаветно, патрон последний берегли. Их имена приносит ветром, печальным ветром той войны. Порой слышны на поле боя через десятки мирных лет. Прикрой меня! Прикрою, Коля! И вспыхнет вдруг ракеты света. А Коля в этом тихом поле лежит, не станет никогда. Лишь горький ветер нам порою напомнит страшные года. Сегодня мало кто заплачет, придя к могилам той войны. Но это все-таки не значит, чтобы забыли Колю мы. Мы помним. Помним это горе. Осталась в памяти война. И русское родное поле приносит ветром имена. Пока мы помним о героях, живая ты, страна моя, неугасима память поколений и память тех, кого мы свято чтим. Давайте вспомним на мгновение, и в скорби постоим, и помолчим. Просим почтить память генерала-лейтенанта Константина Павловича Неверова и всех героев минуты молчания. На этом литературная композиция, посвященная 130-летию генерала-лейтенанта Константина Павловича
Неверова окончена. Начинает свою работу межрегиональная научно-практическая конференция. Их имена останутся в истории. Спасибо, ребята. Напомню, это были кадеты. Желаем вам успехов в учебе и вообще по жизни. Светлана Валентиновна, вам тоже, Виталина, вам тоже огромное спасибо. Действительно, мы начинаем основную часть нашей работы. Много интересных фактов из жизни нашего земляка, генерал-лейтенанта Константина Неверова, сможет рассказать нам Альтина Александрова Римма Семеновна, заслуженный деятель этнокультуры Чувашской республики, народный академик, педагог, краевед. Их имена останутся в истории. Так называется ее основной доклад, посвященный биографии и боевому пути генерала-лейтенанта Неверова. Римма Семеновна, Тарашев, микрофон Батнея, редактор. Добрый день. Добрый день. Позвольте приветствовать всех участников межрегиональной научной практической конференции от имени Чувашской национальной академии наук и искусств. Это во-первых. Во-вторых, от имени Новочебоксарского землячества Шордан. Потому что сегодняшний наш герой непосредственно связан с этим краем, Шорданским краем, корни его со стороны Новочебоксарска, Саркасов. Так вот, сегодня мы чествуем героев Великой Отечественной, и тема наша, их имена останутся в истории. В разные исторические периоды мужественно защищали интересы отчизны наши отцы и деды, и продолжают защищать современники наши. В рамках празднования 80-летия Победы отдаем дань памяти всем тем, кто положил свои жизни на алтарь Победы, тем, кто вписал немало славных страниц в летопись Великой Отечественной. Один из них – Константин Павлович Неверов. Кто же он? Генерал Неверов, полководец, начавший военную службу рядовым солдатом. Было уже сказано, подчеркиваю еще раз, он участник Первой мировой, гражданской, финской и Великой Отечественной войн. Во время Первой мировой он на Юго-Западном фронте, командир роты, батальона, в третьем гренадерском полку Западного фронта. В 1923-1924 годах учился на курсах командного состава Приволжского военного округа. Принимал участие в Советско-финляндской войне. С начала Великой Отечественной войны 5 из 7 братьев чебоксарцев Неверовых были на фронтах. 4 из них погибли. Мать братьев Неверовых, Екатерина, родом из Аркасов, что ныне при Новочебоксарске, выросла в семье местного предпринимателя Егора Николаева. Это получается у Константина Павловича Пугач. Так. Это во-первых. Во-вторых, Константин Павлович – правнук Прокопия Ефремова и его первой жены Устиньи. Да. Символично то, что данное мероприятие проводится в доме родных полководца. Дочь Прокопия и Устиньи Ефремова Елена была замужем за чебоксарским купцом Александром Михайловичем Неверовым.
Годы Великой Отечественной войны. Именно в те годы проявились многолетний командный опыт и знания военного дела Константина Неверова. Руководимые им войска мужественно сражались под Минском, Смоленском, Ельней, Ростовом-на-Дону. Перед наступлением наших войск на Кавказе Константина Павловича выдвинули командиром 10-го стрелкового корпуса 51-й армии. Здесь еще ярче проявились его полководческие качества. Немецкое командование меньше всего ожидало наступления со стороны Сиваша. Предполагало, что современными танками и артиллерией невозможно повторение легендарного броска наших войск под началом нашего земляка Георгия Марсельского через те же самые гиблые места, как это было в 1920 году. Но иначе думал Неверов. Получив приказ форсировать Сиваш, он не сомневался в успехе операции. Не сомневайтесь, ударение правильное. Сиваш в словаре так указано. Да. Ну, дискуссию, да, можно организовать, но это так. Он не сомневался в успехе операции. Разыскали старого знакомого Ивана Оленчука, крестьянина-рыбака. Тот согласился быть проводником, повторить то, что сделал для наших войск в 2020 году. Форсирование этой системы заливов у западного берега Азовского моря происходило в те же числа, что и в 2020-м. С 1 по 6 ноября 44-го. Впереди шли проводники и разведчики, измеряя шестом глубину, ставя вешки и указатели. Часть дивизий успела переправиться утром, когда был отлив, а другим пришлось пойти вслед за ними вечером, когда начался прилив. Вода напористо прибывала. Командир корпуса Неверов, находившийся в 257-й дивизии, видел эту угрожающую опасность, торопил людей и, чтобы не сорвать переправу, в числе первых сам бросился в ледяную воду. Холод был жуткий. В отдельных местах вода доходила мне до горла, но я упорно шел с бойцами, вспоминал в своих записках генерал. Боевые части корпуса, переправившись на Крымский берег, захватили несколько населенных пунктов. На первых порах боеприпасами и продовольствием Неверовский плацдарм обеспечивался воздушным путем. Впоследствии был построен мост на равных опорах длиною 1865 метров, грузоподъемностью 16 тонн. В течение 5, обратите внимание, целых 5 месяцев, в течение 5 месяцев, чтобы, гремели бои, враг предпринимал отчаянные усилия, чтобы сбросить неверовцев в Сиваш. Атаки не прекращались ни днем, ни ночью. Плацдарм был удержан. Именно с него войска нанесли 9 апреля 44-го главный удар по вражеской группировке, запиравшей вход в Северный Крым. Спасибо. Решительным наступлением наших войск был освобожден город Симферополь. На следующий день Бахчисарай. Острие удара наших войск было направлено на Севастополь, но взять город сходу не удалось. В ночь на 6 мая корпус Неверова занял исходный рубеж. К 2 часам дня 7 мая на полпути к вершине Сапун-горы наступающие вынуждены были залечь. Но к 22 часам того же дня наступающие вынуждены залегли, но к 22 часам того же дня овладели гребнем Сапун-горы на юго-восточной части города. Корпус, овладев высотами, сходу ворвался в Севастополь. Это было 8 мая, а утром следующего дня неверовцы, взаимодействуя с другими частями, вели уличные бои. К вечеру центральная часть
города была освобождена. В течение 10 и 11 мая стянуты были в Херсонесу, Крымскому полуострову, значительное количество артиллерии. Проведена здесь мощная авиационная подготовка и с рассветом части Приморской армии, и 10-й стрелковый корпус 51-й армии, и также несколько подразделений 19-го корпуса танкового пошли в решительную атаку. На этот раз противник не мог оказать сколько-нибудь серьезного сопротивления. И так был ликвидирован один из важных узлов обороны гитлеровских войск. Вскоре командир 10-го корпуса генерал Неверов доложил, что его полки вышли к морю. К полудню 12 мая ни одного вооруженного врага на территории Крыма не осталось. По этому случаю генерала Неверова тепло поздравил Михаил Иванович Калинин. Уважаемый Константин Павлович, за умелое и мужественное руководство боевыми операциями и за достигнутые в результате этих операций успехи в боях с немецко-фашистскими захватчиками, Президиум Верховного Совета СССР указом от 16 мая 1944 года наградил вас орденом Суворова первой степени. Посылаю вам указанный орден и крепко жму вашу руку. День Победы Константин Павлович встретил на берегу Балтийского моря, где со своим корпусом принимал активное участие в освобождении прибалтийских городов и сел. В послевоенные годы, в 1948-1953 годах, Константин Павлович тесно общался и служил вместе с маршалом Советского Союза Георгием Жуковым. Был его заместителем по военным учебным заведениям, когда тот был командующим войсками Уральского военного округа. У генерала Неверова, как уже было сказано, 17 правительственных наград. Среди них орден Ленина, орден Суворова первой степени, Кутузова и Богдана Хмельницкого второй степени, 3 ордена Красного Знамени, орден Отечественной войны первой степени и много медалей. Заслуженный генерал ушел из жизни в 1977 году в городе Челябинск. Там же жил его сын Виктор, офицер запаса, участник Великой Отечественной войны. В 1979 году, через 2 года после его ухода из жизни, генералу Неверову в Челябинске воздвигнут памятник. Челябинцы чтят память о нашем славном земляке. И при этом возникает вполне резонный вопрос. Почему и по какой причине нет памятника прославленному полководцу в родных Чебоксарах, где он родился, учился, вырос, получил путевку жизни? Ведь именно из Чебоксар призван был Константин Павлович в армию на ратные дела. Спасибо. Интересно, был кескетный доклад, нет, а я в докладе. Тогда был еще Рима Семенова Хыды, где интересно Топчевжа, книги Земжирать, истории Бебеди закладывать, шагинде Шурданинде, Шахер Бежит Мунумайдова, когда вы учите Брагучей, Рима Семеновна. Друзья, я уже сказала, что среди нас внучатый племянник Константина Павловича Неверова, Валентин Никонорович Григорьев. Это, поверьте, тоже своеобразный уникальный человек, уникальный человек, где тебе было. Общественный деятель, педагог, психолог, краевед, отличник профессионального образования Российской Федерации, тогда утыди, Дизакалама Бударатпа. Честно говоря, вот идея организации и проведения сегодняшнего мероприятия, вот этой конференции, полностью принадлежит ему. А Чувашский национальный конгресс, я присоединились. Вот современники, Ехрем, Гужан, Неверов, Антуанизем, тогда Пури, Пур, Калазабар, Тархашин. Видикелли виду, между здесь, память вчерашняя теология, видел моих коскланадов, анчахта Едивана Пину Йора, внучатый племянник Иван Чахмар, Шакуа,
внучатая племянница Маргарита Никаноровна Григорьева. Моя родная сестра, но есть еще одна внучатая племянница, моя двоюродная сестра. И при этом она еще двоюродная сестра нашего сенатора, уважаемого Николая Васильевича Федорова, Маргарита Михайловна. И, конечно, сегодня очень важно было действительно говорить о том, что сегодня имеет наследство и почему мы их имена должны сегодня не просто помнить в истории, но еще и сегодня об этом говорить и очень серьезно. Маназы Юзин, Юзин Костеба Ажиранах, Щегодна, Нажелесень, Пирнки Деялна, Костя Дечич, Пал Максимович Дечич, Нажелесень, Юзин Пирнки Ванзин, Пал Максимович, полковник, Константин Павлович Пабазин, Парле, Паровачера, Парфронтовому, Пейнкунже. Пангибон, Костя Дезесин, Маназы Юзинже, Тересли Богатпур, Маннанин Агаже, тетя Шура Дикторчина, Перехмурона Лечухни Загилечиде, вот общак Шурпра, Пирин Кедюк Урон Налеча, вот Камл Пирин Кедюк, вот Невнажер нашу Лазажирин Кам жил, их Рябучан Арм жил, где он, Кедюк полнобулдарный житель Жукатнича, Межлесен, Николай Прокопьевич Шурчинже, он же не цыган Жухни, Волгалан Верги, man ведь поджелюхни в накрытии марче, варак идет пере, хамула жерлику клижидеречи. Сейчас мне казали земли бурмана девчушек не земли. Он вышел, где истории инченька штаха заклама пошла засан, пиди мы Октаврема Семеновна, винувал чинах, пиди Шурдан, ендешли, едущий мажил играть. Сейчас надо было пролечь тезе, а его документ не виден мой тупромат. Он приги, Рима Семеновна выдвигал забаджа. И бренджи, глазасан история некоторые юна земну май. Сирин дед ван земну пеки земну май. Анжакта ебер кашни хамр, шершиндан приди был заслан хамр, то она хизет зачем я казали был рад был заслан. Он видите распорно беклы на хамжупа. Шаблари? Сейчас как помолода. А что говорится по поводу вопроса Лидии Ивановны? Лидия Ивановна сегодня, хотя и меня хвалит, я хочу ее похвалить, по крайней мере, это серьезная инициатива была Чувашского национального конгресса, потому что когда мы обсуждали Валерия Леонидовича эту тему, действительно сказали, это должна быть не просто какая-то наша инициатива. Сегодня здесь присутствуют еще руководители местных отделений Чувашского национального конгресса. Я думаю, что действительно они наш почин подхватят, поскольку год действительно очень серьезный, год защитников Отечества. В связи с этим хочу отметить еще один момент. Есть у каждого из нас в биографии моменты, когда нужно, как говорится, вовремя все сделать. К сожалению, вот что-то я не успел сделать, пока у меня мама была жива. Мама всегда говорила, вот когда я была маленькая, мне все говорили, что вот кидёк хитрый ради детищ. Действительно, мама Константина Павловича была самой, наверное, первой красавицей. Не случайно, наверное, и Павел Александрович решил, как говорится, взять ее в жены. Поскольку и купец Ефремов, Прокопий Ефремов приезжал к нам в деревню, потому что Егор Николаевич, дед Константина Павловича, ну, как сегодня говорят, они совместно и вместе занимались бизнесом. Сегодня, когда говорим о бизнесе, наверное, надо четко сегодня еще раз сказать, самым первым или одним из самых первых предпринимателей в Чувашии, который занимался малым или средним бизнесом, это был Прокопий Ефремович Ефремов. Сегодня мы много говорим о малом бизнесе, о среднем бизнесе, а вот кто стоял у истоков, кто прокладывал путь на этом, как говорят, конкурентном поле среди татар, среди нижегородцев, это все-таки был купец Ефремов. Так, Трим Семенович? Это так. И сегодня очень важно, вспоминая о поколении неверовых, еще раз посмотреть вот на этот их девиз жизни. Каково? А то ведь мы нас как в школе воспитывали. Ой, кулак, ой, купца и так далее, и так далее. Валентин Николаевич, моза бархала? Саспагала? Девиз. Ну, видно же.
Нет, Давай запись не сразу видно. тогда. Значит, это мои труды, у меня трудов таких очень много. Мы с Ириной Петровной это тоже с обсуждали. Вот это вот родословный купцов Ефремовых. Конечно, вот тот девиз, который здесь сегодня актуален и для нас тоже. Не дремли, не плашай, не обижай. Это очень важное сегодня, необходимое вообще, что может быть вообще в бизнесе. Поэтому то меценатство, та благотворительность, которая была связана с Прокопьевыми, с их родными, это заслуживает действительно и уважения, и понимания, и поддержки. Еще раз хочу подчеркнуть, когда маленький Костя вот у нас в наших аркасах он появлялся, всегда на него говорили: вот, лайхача, тебе раджа. Я вот подготовил несколько слайдов исторических. Это вот храм Шор-Хасы, где был как раз крещен Константин Павлович Неверов. Вот книжка метрическая, я бы сказал, что это не книжка, а метрическая книга церковная, где мы видим Константин, родители, значит, Чебоксарской второй гильдии купец Павел Александрович Неверов, а мать Екатерина Егорова, он же православного вероисповедания. И вот, наверное, с этого документа, с которым я благодаря нашему Чувашскому государственному архиву познакомился, у меня и, как говорится, пошла наша история. Следующий документ, который я бы хотел с вами вас ознакомить, это запрос Чувашского областного интерната в Челябинск. Это 68-й год, хотя мы сегодня говорили, что это как бы немножко малоизвестная фамилия в Чебоксарах, но еще в 68 году наши историки запрашивали в Челябинск данные, значит, адрес Неверова Константина Павловича. Сегодня об этом у нас еще разговор будет, благодаря нашим друзьям и благодаря тому, что они сегодня очень серьезно подошли к этому вопросу. Поэтому на проспект Ленина, 53, мы сегодня еще обязательно приедем. Следующий документ, благодаря которому я вот проводил это исследование, это вот деловая папка или, значит, документ, который полностью вот в этой папке находится вся биография, вся история, весь боевой путь, все награды, многое, что связано с биографией Константина Павловича Неверова. Этот документ находится у нас в гуманитарном институте, в нашем архиве Государственного гуманитарного института. И, конечно, вот, кто интересуется своими близкими родными, я думаю, что вы там можете тоже много очень интересного материала найти для себя. Гуманитарный институт, где это находится, мы, наверное, многие знаем. Вот в этой папке я нашел и автобиографию Константина Павловича, многие вещи, связанные с его боевым пути, не только, как говорится, связанные с Севастополем, но начиная буквально, вот, как уже сказали, начиная с Первой мировой войны. Поэтому все, что сегодня мы говорим на научно-практической конференции, это все на основе документов. И еще один момент, который я хотел бы, сейчас на котором хотел бы остановиться, это музей ДОСААФ Чувашской Республики. Алексей Михайлович, вы сегодня здесь? Да. Но обещал приехать. Это человек, который сегодня очень много делает для того, чтобы сохранить историю, память наших великих полководцев. Поэтому и взрослые, и дети, я вам просто рекомендую, посетите, пожалуйста, этот музей ДОСААФ. Там вы найдете вот такую огромную такую папку, это примерно в размер А4, вот эта папка, где вот сразу же есть полностью все данные, связанные с биографией, я вот нашел Константина Павловича. И вот в этом же большом огромном объеме есть информация о 50 полководцах Чувашии. Если у кого-то есть затруднения найти документы по, скажем, вашим землякам из вашего района, из вашего города, вы там можете действительно туда подойти к Алексею Михайловичу, и, конечно, он вам обязательно поможет. Это замечательный музей, я просто рекомендую. Он был сделан, наверное, лет 40 назад, каком-то из юбилеев, как бы, Победы. Но когда я первый раз пришел, там немножко, конечно, было скучновато, но сейчас он сказал, все блестит, все красиво, все, мы подготовились. Как говорится,
бесплатная реклама. Но тем не менее, я вам просто советую, вы там очень много интересного материала найдете по своим близким и родным. Ну, завершая свое выступление, хочу остановиться на следующем. Не случайно мы сегодня здесь собрались, поскольку 80-летие Победы – это не просто круглая дата, это возможность нам всем остановиться, вот, посмотреть на седые волосы наших военных, полководцев, командиров. И просто хочется сказать им большое спасибо и поклон земной, что вы сегодня, что мы с вами сегодня эту работу проводим. Потому что я знаю очень много сегодня наших ветеранов, в многих направлениях работают по военно-патриотическому воспитанию. Большое вам спасибо. Вопрос? Я готовлюсь к этой конференции, то есть готовюсь к этому. Представьтесь, пожалуйста. Олег Самонов, интернет-вещание Самонов ТВ. Канал Одноклассники, YouTube. Замечательно. А значит, такое дело. Микрофон можно? 100 лет я микрофоном не говорю. Вы знаете, Нил Гавриловичу Морозу я выпустил тоже фильм. Одноклассники, в Ютубе. Посмотрите, интересуйся. Олег, погромче и вопрос, хорошо? Всю эту самую информацию я взял с Гугла. Готовясь к этому мероприятию, в Гугле я ничего не нашел. И даже на имя Неверов, то есть на фамилию Неверов ничего не выходит. То есть я удивился, столь знаменитый и известный человек, как-то надо позаботиться, чтобы это имя было. Любой гражданин России мог заглянуть и вычеркнуть все то, что хотел. Вот такое пожелание. Я с вами здесь полностью солидарен, потому что когда я начинал тоже эту, скажем так, краеведческую исследовательскую работу, мне просто тоже было непонятно. Слава Богу, у нас есть вот и голубь, и интернет, и дзен. Я однажды там заметил очень интересный материал на буквально одной странице, который называется «Я горжусь своими мужчинами». Мы сегодня об этом тоже поговорим, поскольку вот этот материал написала правнучка Константина Неверовича Неверова. Константин Павлович Неверов. И с этого и пошла как бы вся информация. Все мы нашли. Все, что можно найти. Ну, может быть, еще многое и неизвестно про родных близких. Его 7 братьев, я знаю только пока более-менее конкретно, кто живы остались после войны, это вот он и Петр. Вот, Петр в последние годы жил в Самаре, да? Вот. Ну и, наверное, об этом мы сегодня тоже услышим из первых уст исследователей, наших друзей, которые приехали из города Челябинска. Я передаю микрофон нашему модератору. А вам всем большое спасибо. Вопрос есть, Валентин? Конечно. Вот тут заставкой был дом в вашей деревне, да? Вот недавно мы отмечали день рождения Тани Юн, и этот дом вот как раз связан не только с историей вашей семьи, но и с историей чувашского кинематографа. Немного расскажи, пожалуйста. Коль поступил вопрос, отвечу. Вот. Значит, дом построен в 1887 году к свадьбе Екатерины, когда, значит, Егор Николаевич готовил ее в замужество к внуку, значит, Прокопию Ефремовичу Ефремову. И когда дом был построен, как раз приехали, значит, свататься, тут был, и вот это уже легенда у нас в деревне, конечно, тут приезжал и Прокопий Ефремович Ефремов, и были, так, что там, Астумас Мижечунова, Тарантас Пагильня, Шурашма, Аркасине. Ну, это вот все как бы легенда. Ну, а что касается самого дома, дом сегодня сохранился, хотя уже с 1887 там много что утеряно, поскольку после 18 году там сразу стала, значит, школа, все, что там было красивое, наверное, выкинули, списали, ликвидировали или растащили, как всегда у нас в Чебоксарах. С домом Прокопия Ефремовича так было, Сергея Прокопьевича так было. Ну а затем там был медпункт 20 лет. Сейчас дом, к сожалению, хотя он занесен в реестр памятников архитектуры, вернее, истории культуры регионального значения, ну, как говорят, в таких случаях разваливается. Там мы не можем, аркасинцы, даже гвоздь забить, поскольку та законодательная база, которая относится к зданием, занесенным в реестр, она не просто
устарела, она просто даже вредительская, эта база. Об этом говорил Путин, президент Путин на послании в прошлом году. Об этом говорила, значит, Матвиенко на федеральном собрании. Пора пересматривать всю эту документальную, значит, законодательную базу, касающуюся зданий, занесенных в реестр. Из-за этого эти здания же разваливаются, из-за этого туда невозможно заходить. Даже у нас в Хыбар газете была такая большая статья журналиста. Да, полжутра подадача от майора Мачи. Вот такая была статья. Ну и жаль, конечно, что вот пока такая законодательная база, но тем не менее мы там втихаря заменили отопление, поскольку все там уже внутри было в грибках, обработали стены, значит, специальным материалом, и грибков сейчас уже нет, и в этом доме тепло. Хотя последние 2 года, когда оттуда медпункт переселился, дом еще больше стал разваливаться. Кровля протекает, кровлю тоже мы не можем ничего там делать, потому что гвоздь нельзя забивать. Ну, это другая немножко тема, но почему сейчас Олег Михайлович об этом спрашивает? Дело в том, что когда Максимов Кошкинский снимал свои 6-7 фильмов, и, наверное, ему очень далеко, может быть, и не хотелось, тем более, что в Чебоксарском районе много было интересных объектов, связанных, ну, в таком историческом плане, которые еще сохранились. И вот в 26-27 году там снимался фильм «Ял». Были на Волге, там были очень интересные сюжеты, связанные с аркасами. И вот однажды я в архиве нашел вот такую фотографию, очень интересную. Вот это моя мама, ей тут 6 лет. И вот когда я у нее все равно переспрашивал, ну вот она в первом году жизни ушла, и в памяти при всем, что, как говорится, она помнила, знала, и все могла сама делать. Я говорю: мам, может это нет, и все. Ну, это пухтит, он даже шорджа бордит, шорджи не было, сейчас режиссер монахи парни лягали. Он не сил дома лрали, он дальше мордали. Погнали. Представляете, все запомнила, все помнит. Мы уже увеличили и контрастно сделали точно. В правой руке у нее яйцо, а вот бусы, к сожалению, не сохранились. Наверное, Максим Кошкинский парнелене. Шаржине. Кул фильм «Ригадр». Хиразялек фильма. Фильм «Ригадр». Еще один кадр из этого фильма. Здесь как раз вот, получается справа это Максим Кошкинский, а справа это артист, актер из Санкт-Петербурга, который снимался в этом фильме. Вот более увеличенный вариант из этого кадра. Это вот аркасы. И я сегодня еще горжусь, что у нас сегодня в Аркасах такая мощная гвардия, с которой мы вместе работаем. Они у нас меценаты, они сегодня меценаты сегодняшнего праздника. Хочу назвать Николай Зодович. Степанов, пожалуйста. Это Аркасы. Это Николай Алексеевич Игнатьев, меценат, очень серьезный человек, благотворитель, великий строитель. Николай Алексеевич подъедет попозже, да? Это Почалкин Виктор Алексеевич, староста нашей деревни. Вот мы так вместе всей командой работаем. У нас еще там и есть девушки, как говорится, нашего возраста. Поэтому аркасы были, есть и будут. Я так надеюсь. Спасибо вам. Педиаловича, берем ваш тенджи, шаплавича. Выслада калас пуленди, куда берем панча ваш всем гономара, бурсемди, бурдавану морзиям. Чуваш тенджи, чувашский мир, он великий, огромен. С нами сегодня Тельцов Артемий Николаевич, руководитель Челябинской городской Чувашской национально-культурной автономии, председатель исполкома Молодежной ассамблеи народов России «Мы россияне», заслуженный деятель чувашской этнокультуры. Артемий Николаевич Волгайбирин Падрильзе, Палабуш Пашелинджи, Чуралзаюсни Шаплавитка, Кунжул Закива Рабазиня Аякри, Челябинск, Пулы Грещи Гандарна. Артемий Николаевич приехал не один, с семьей, супругой.
Тельцова Екатериной Петровной. Екатерина, встань, покажись. Она юрист, арбитражный управляющий, медиатор, заслуженный деятель чувашской этнокультуры, член совета при губернаторе Челябинской области по национально-культурной политике. Вот шапла. Бізімбенада чигірлі Яндай. Чувашла. Бұны жылда Яндай. Артемий Санасымақ. Товар Туанзем, Дургун Бурнедер. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие земляки. Русалач Вашлада, Каламар Дорожабенде, Меля Булай. Вырастание день, начну по-русски. Давай, первый кадр, самый первый, немного расскажу про автономию. В центре эмблема Чувашской национальной культурной автономии города Челябинска. Про нашу более 10-летнюю работу, конечно, очень много можно рассказывать, можно отдельную конференцию собирать, потому что работаем ежедневно, мы, как и все вы, общественники, у нас, как говорится, режим 24/7 и 25 часов в сутки. Поэтому мы даже, несмотря на непогоду, и здесь власть Щелгаца, все равно приехали на это мероприятие, потому что мы знаем, чувствуем, помним, что, кто кроме нас. И, конечно же, вкратце расскажу о нашей деятельности. Мы с Екатериной Петровной, супругой, познакомились в Челябинске. Я вообще 23 года живу на Урале, до этого жил 12 лет в Челябинске, а туда попал, в Екатеринбурге, туда попал служить в армии. Закончил здесь музыкальное училище, ЧГУ, пошел в армию. Думал, как музыкант, конечно же, попал в минометную батарею, там немножко отслужил, и думаю, все-таки надо военный оркестр, перевелся в военный оркестр, а тут уже ансамбль песни и пляски Приволжско-Уральского военного округа. И в ансамбле песни и пляски я подписал контракт, и там служил уже главным администратором, помощником начальника, вел дело производства, юридические, бухгалтерские моменты, и помимо этого, конечно же, я занимался организацией концертов, выездных концертов. При этом с 4 лет на сцене и до сих пор продолжаю творческую деятельность и ни разу не останавливался, скажем так. Одними песнями, плясками, как говорится, не только, и другая деятельность у меня тоже есть. У нас на двоих одна профессия — юристы-артисты. Мы дома супруги, на сцене мы дуэт, а на работе мы партнеры. Также являюсь заместителем председателя Ассамблеи народов России Челябинской области по социокультурной работе. Мои регалии уже немножко озвучили. Это заслуженно регалии, потому что мы работаем с представителями многих национальностей. Челябинск — многонациональный регион, вы об этом прекрасно знаете, и до сих пор остаются белые пятна истории, которые, скажем так, не расшифрованы, не разгаданы. И было уже сказано сегодня, что были времена, когда не особо разглашались какие-то исторические моменты, родословные и так далее. К примеру, даже в Челябинской области есть Златоуст город, многие об этом вы слышали. И в центре города есть речка Чувашка, так и называется. И улица называется правый берег речки Чувашки, дом номер такой-то и так далее. Левый берег речки Чувашки, дом номер такой-то. На левом берегу многоэтажные дома, на правом берегу одноэтажные дома. Мы туда специально съездили на экспедицию, смотрели, изучали. К нам приехали наши коллеги Чувашской национальной культурной автономии с Екатеринбурга, из Тюмени. Мы очень плотно работаем по всему Уральскому федеральному округу, проводим конференции, в том числе и конференции «Печуринские чтения», о которой вы, наверное, тоже слышали. И спрашиваем, никто про Чувашию ничего не говорит. Название же осталось, значит откуда-то оно что-то появилось. Увидели дом, стоит дом, и резные ставни. Дом обшит современными материалами, но это одно окно оставили. Постучался, не постеснялся, вышла женщина средних лет, и задал вопрос, говорит, как так? 40 лет назад сюда уехали, говорит, и не знаем, кто до этого жил. Я говорю, может, чуваши жили? Не уточняли, говорит, муж не стал, говорит, закрывать это, потому что действительно ручная работа. Чувашевич хавер эшлежинзем. Есть мужская вышивка, такое понятие, это резьба по дереву. И там действительно ручная работа, и они сохранили. Он немножко рассказал, речка была очень глубокая, дети купались,
Но сейчас там, конечно, овраг. Но название осталось. И недалеко от Златоуста есть такая местность, называется Урочище Чувашская степь. Тоже откуда название появилось. В Яндексе не особо это видно, но Google до сих пор это показывает. Вот. Мы туда съездили, посмотрели, ну, как бы особо ничего такого нет, там речка Чернушка протекает, там железная дорога пролегает, но недалеко есть село Медведевка и город Куса. Вы, наверное, слышали, Каслинское литье есть также Кусинское литье. Они немного отличаются. Мы были при Краеведческом музее в Кусе, уточняли, но тоже про Чувашию особо ничего не знаю. Но все же где-то в архивах я услышал, что был когда-то такой момент, когда деревнями покупали на заводы, выкупали или направляли крестьян, да, вот, когда демидовские заводы были. В один момент такая история, целые деревни Чувашии приехали, работали, но это уже когда Демидовы перепродали эти заводы, работали, но что-то зарплату так и не получали. Они, значит, раз спросили, два спросили, устроили волнение, скажем так, не восстание, а волнение, ну что это такое, мы работаем, а вы нам не оплачиваете. Ну потом чуваш не ваш, но все равно они за одни сутки просто сняли с деревни и исчезли. То есть легли спать, вроде все нормально, на утро приходят, нет чувашей. Куда они делись? Вот об этом нам еще предстоит узнавать. То есть есть такая история. Может оттуда все это осталось, вот эти названия, но все равно вот как-то вот все это есть. Также есть недалеко от Аши село Чувашский пруд называется, которое мы сейчас нынче проезжали, нам пришлось объезжать немножко трассу. Вот, так как непогода, фуры стоят. Ну, есть село Чувашский пруд. Хочется туда тоже съездить, узнать, посмотреть, немножко поизучать, кто там жили, откуда такое название. Ну, вернемся к автономии и немножко в город Челябинск. Артемий Николаевич, Шалахта, Изертель Волна, Константин Павлович Неверован, Мунугибе, Ерекшин Землезем, Изерчири Гурна, Земли Калашна Изер. Халезер Дебратов Женя. Автономия, как такая, вот, автономия Бельгии. Вот. Ну да, ветеран земли Шлепер, Шамрас земли Шлепер. Работаем и с молодежью, и с ветеранами, потому что связь поколений это очень важно, мы так считаем. Потому что только старшее поколение может рассказать исторические какие-то основные моменты. Нас всех, меня точно бабушка воспитывала, да, потому что родители всегда на работе. Мы были воспитаны бабушкой и дедушкой. Семьей участвуем на разных мероприятиях, фотосессии проводим. И вот крайняя левая нижняя фотография, это вот все чувашские девушки и женщины. Это платье из нашего семейного архива, моей мамы, моей бабушки, бабушки Екатерины. И есть, конечно, новоделы, как вы видите. И эти девушки, они чувашки, но они не знают языка чувашского. И вот мы еженедельно проводим День чувашского языка, в публичной библиотеке собираемся в Челябинске, изучаем чувашский язык, чувашскую культуру. Им очень интересно, потому что как-то так получилось, ну, запрещалось говорить на своем родном языке в те времена. А уже потомки, получается, тех людей, которые приехали на заводы, которые не говорили даже дома по-чувашски, вот, а они интересуются. Вот такая вот ситуация. И мы продолжаем работать, ну, как говорится, не только традиции и культуру, но еще и историю Чувашии развиваем, потому что наша история, она очень древняя и очень важная, я бы даже сказал. Ну и, конечно, вот наша деятельность привела вот Константину Павловичу Неверову и ко всей этой истории конференции, по поводу чего мы сегодня с вами все собрались. Так как автономия является региональным отделением Чувашского национального конгресса, пришло официальное письмо благодаря Валентину Никоноровичу, где было написано как раз таки вот эти справки о том, что проживал Неверов в доме 53 по проспекту Ленина. Вот, и мы начали розыски. Да, можно включить это вот видео. Это вот мы буквально на днях. Это вот Наталья Викторовна идет, Наталья Викторовна, да, Валерий Михайлович. Они проживают недалеко от Челябинска, село Кременка называется, очень хорошее место. Вот проспект Ленина, дом 53, прямо в центре города стоит этот дом. В 5-м подъезде они проживали. Мы, конечно же, встретились, пообщались, немного посидели. Вот тут вот сделали несколько фотоснимков. У нас там тоже мало снега, но все же чуть-чуть поморознее. Вот левый снимок, это как раз вы видите, это возле таблички. Вот по центру как раз это возле балкона. Вот 2-й этаж. Покажу даже. Видите, да,
слайд нету? Вот это как раз второй этаж, это их балкон. Наталья Викторовна рассказывает, да, говорит, мы жили, говорит, здесь было все хорошо, все прекрасно, но, говорит, конечно же, было шумно, потому что напротив этого дома, там гостиница «Южный Урал», ресторан и так далее. Вот как дом выглядит, он с часами, он в центре, мы как раз смотрим на площадь, центральную площадь в Челябинске. Мы посидели в кафе, пообщались, поговорили, небольшое интервью рассказала Наталья Викторовна, как они жили, поделилась фотографиями некоторыми из их альбома. Вы сегодня сами слышали по прямой связи, как она отзывается о своем дедушке. Очень был добрейшей души человек, очень был добрый. Наталья Викторовна, родилась в Екатеринбурге, когда Константин Павлович как раз служил вместе с маршалом Жуковым. Это вот городочек Истов сейчас называется, между собой, это вот где штаб как раз Приволжско-Уральского военного округа, перед ним стоит памятник Жуков на коне, и вот за ним целый квартал, где проживали все, до сих пор проживают военные офицеры. Вот, и история примерно такая, что вот, родилась она там, потом отец ее, Виктор, сын Константина Павловича, тоже служил в войсках химзащиты, они служили вместе, получается, со своим отцом в одно время. Но после войны он не захотел связывать свою жизнь с военными делами и ушел на гражданку. Окончил учебу, стал геодезистом. И он очень много, скажем так, первым напечатал, нарисовал карты Челябинской области, и они какое-то время жили в село Богоряк. Это интересная тоже местность, село Богоряк, там кругом тайга, грубо говоря, очень интересные места и залежи. Вот она рассказывает, там даже в деревне пожили, говорит, очень ей нравилось. А потом уже они переехали в Челябинск, уже жили в Челябинске, как раз по проспекту Ленина 53. И там же она познакомилась, встретилась со своим мужем Валерием Михайловичем. Валерий Михайлович тоже закончил радиотехнический университет, в 25 лет проработал фотографом в ЗАГСе. Тоже очень интересный, веселый человек, мы очень хорошо побеседовали, поговорили. Я думаю, будем продолжать общение, и мы их практически уговорили приехать в Чебоксары, и они очень хотят. Мы, конечно же, говорим, приезжайте в июне, 24 числа у нас День Республики, когда до недели и после проходит очень масштабные мероприятия, когда и погода хорошая, и народу много, и веселья достаточно. Обещали приехать. Конечно же, мы проехали на кладбище, разыскали, нашли это место. Вот вы видите, как раз Вера Константин Павлович, и рядом с ним Надежда Георгиевна. Владимир Николаевич Заговарова, Успенское кладбище. Успенское кладбище, да. Челябинское, да, Успенское кладбище, оно уже практически не действующее, там только родственников подхоранивают, как говорится. Там погребены очень знаменитые люди. Вот это вот первый квартал, и здесь, конечно, ученые, там, генералы, то есть там по каждому человеку можно писать отдельную историю, отдельную конференцию проводить даже. И что интересно, рядом получается с ними Чита Неверовых, и рядом Ефремова Елена Николаевна, Ефремов Илья Данилович. Фамилии, конечно, нам всем знакомы. Может, родственники все-таки? Мы спросили, они говорят, мы не знаем, кто такие, но опять же, неспроста, наверное, они рядом оказались. Моя супруга Екатерина тоже в детстве, 7 лет ей было, они посещали, потому что тоже родственные, дальние родственные связи есть. И с бабушкой приходили туда, может быть, это наши, ваши, нам еще это предстоит изучить и предстоит нам еще все это выяснить. Встретились, да, благодаря той заметке правнучки Константина Павловича. Валентин Никонорович отправил, конечно, здесь правнучка Елена. Я, конечно, искал Елену. Но у нас же не обязательно Елена может быть Лена, она же может быть и Алена. Я давай искать и смотрю по этой же заметке, которую там горжусь своими мужчинами, она написала в честь Дня Победы заметку в Дзене,
причем не на своем личном аккаунте, а на рабочем аккаунте. И вот с этого момента мы начали поиски, розыски. В итоге я нашел ее. Алена Сапунова, она значится ВКонтакте. Вот, это фамилия по мужу, по первому мужу. Ну, с ней еще мы не увиделись, с ней только по телефону разговаривали. Тоже долго пришлось, ну, сами понимаете, да, это такой щепетильный момент, когда кто-то непонятно какой-то лезет, скажем так, в нашу семью, да, ну, каждый из нас к этому трепетно относится. Ну, в итоге мы вот уже с Натальей Викторовной, с Владимиром Михайловичем встретились, пообщались, и я думаю, будем дружить, и все будет у нас хорошо. Так что Главная национальная культурная автономия города Челябинска работает, двигается не только в рамках города одного, и в рамках разных регионов. Мы постоянно ездим и в Москву, и за границей. Чувашами общаемся практически во многих регионах и представителями других национальностей. Потому что и разные национальности, когда вот рассказываем про нашу традицию культуры, они и удивляются, и в то же время говорят, у нас тоже похоже есть. Это не только татары и башкиры, там, да, то, что у нас корни тюркские. И другие национальности тоже с удивлением говорят, ну какой же вы интересный народ. И так дальше, по-моему, да. Ну, да, расскажу. И, наверное, призову, наверное, вас всех. Вы живете здесь на сокровищах. Понимаете, вот мы где-то за пределами республики рассказываем о нашей родине, рассказываем, какие чуваши, какие мы интересные люди, какой мы древний народ, какой у нас язык уникален. И такое ощущение, что это некое жемчужное ожерелье, как-то оно случайно, может, порвалось, и эти жемчужины рассыпались по всей России, потому что чуваши проживают практически везде. Где-то компактно проживают, где-то целыми деревнями, где-то целыми районами. Ну, каждый из них, конечно, у каждого своя история, по какой причине они переехали. Ну, Урал, опорный край державы не только по смыслу, да, там действительно очень много, там более 150 национальностей проживает. И на Урале много чувашей, но не многие об этом говорят, не все признаются, что они чуваши. Ну, вам, нам, тем, кто проживает в Чебоксарах, гордитесь, храните, говорите больше о нашей республике, потому что о нашем народе, о наших традициях, потому что мы все-таки стараемся, мы там говорим, мы о нас рассказываем, мы рассказываем о Чебоксарах, и спасибо вам, благодарим вас, всю общественность, что вы держите город в таком красивом облике, и, конечно, он преображается, очень много интересных памятников открывается, очень интересные площадки, места. И поэтому мы с удовольствием направляем, привозим, сами приезжаем сюда, и всех друзей направляем. Будете проезжать мимо, обязательно заезжайте. Но мимо не всегда получается, если только по Волге, да. Поездами нам надо либо через Канаш, либо через Ульяновск. Опять же, Челябинск, Чебоксар очень сложная связь. Самолеты у нас только до Казани летают, прямого пока нету. Поездами только до Канаша или до Ульяновска. И поэтому приходится на машине как-то или как-то еще добираться. Курдаря от имени Николая Стельцова, были патриот, сейчас, наверное, вот вчера все научиться, но я еще хочу сказать, что и Екатерина Петровна, супруга, был генерал Чувашла Кедерни, был доверен Государственной Республики Индия, Черемшанский район. Чаплавичка, давай, 3 слова, поприветствуй. Здравствуйте, я буду говорить с вами по-русски. Я чувашский понимаю, кажется, канал привет, но Майкл я не говорю. Вот, конечно, родители у меня Черемшанского района, но удивительная история нашей семьи. Когда папу привезли в Челябинск учиться на строителя, вся его семья и все его братья, все строители. Папа у меня предприниматель с 90-х годов, один из известных предпринимателей Челябинска. Вот сегодня слушая, есть такая сравниваю, думаю, интересно, как же жизнь повернулась. Вот. Много чего построил в городе Челябинске, много чего построил в Мурманской области, в общем, известный строитель в стране. Последнее время, когда уже до пенсии, он достраивал сахарные заводы в Татарстане, Буинск, Завинск, Луладские заводы, полностью работал в промышленном строительстве. Вот. Родители решили, что я должна стать юристом, а моя сестра Ольга
бухгалтером. В общем, так мы с семьей и работаем. Мы до сих пор вместе учимся, работаем, живем, мы очень близко общаемся. Вот. Но если бы не видео этой Алены и Елены, нас бы никто никогда не стал искать в Челябинске, и уже точно не стал бы вопрос, в какой мы родственной связи. Эта история семьи Натальи и Алены и в семье с моей стороны полностью умалчивается. Наши родители, предки, бабушки, дедушки приняли решение не говорить о нашем происхождении. Это очень такая тяжелая, непонятная для нас сегодня. Алена загадка. Алена смело объявила, что она родственник такой семьи, так же, как и я смело теперь говорю вам и в Челябинске буду говорить. На самом деле на кладбище мы ходили с одной из моих бабушек, которая сегодня у нас живет в Челябинске, которая была выдана замуж с Черемшанского района, замуж в Чебоксары. Кто-то дождался ее возраста, чтобы выйти замуж. Она была младше мужа первого. Здесь родила сына, насколько я помню, и мама моя и папа, первый муж умер, и потом ее выдали замуж за чуваша также, известного в Челябинск. Сейчас я так думаю, что они были родственниками, и она тоже, от второго мужа тоже родила ребенка. И вот по этой ветке со стороны отца, получается, по моей Азане, у нас есть какая-то родственная связь. Мы обязательно ее восстановим, найдем способ разговорить родственников, которые приняли полное решение о молчании. Вот. Катерина, вот, друзья, вы все знаете, да, что про купцов Ефремовых очень много исследований, книги даже есть. Это прошлое, а все-таки современные потомки купцов Ефремовых, неверных. Мы вчера с Валентином Никоноровичем благословили Екатерину Петровну, чтобы она все-таки написала научную работу и исследовала всех потомков современных уже. Правильно? Пусть исследуют, пусть работают. Спасибо тебе, Дерне. Тогда вы... Хотела сказать спасибо, что пригласили. Приятно слышать и видеть, что это кого-то интересует. И очень у меня лично, как у юриста, мне хочется, как это называется, включилось расследование. Исследовать все, выяснить и однозначно написать. Об этом нужно писать, нужно говорить. Я сегодня удивлена была, что нет памятника, услышав об этом. Памятник наши точно делали сами и добились того, что памятник был установлен в Челябинске. Вот. В общем, спасибо за знакомство с родственниками и интересная жизнь. Живите. Спасибо тебе. Ну, а за Шагындачы не деп, Анатолий Ильич Кибеч, чуваш халық писателі, туғыр қатырғашын, Анатолий Ильич Хывардымын, мүсін дезен Анатолий Ильич Шыныбекте болчав, Ехрем Кужаба. Ну, майтып тебе жирна. Астывадыре, Ехрем Кужа спектакль, шағыр сен театрын желар тырышапай. Ехрем Кужа кино бор, илемлі фильм, художественный фильм. Утрушне темір сюрприз болады. Урнеде чундан черен талдалап шагамбе гырышинсыне. Лыпкокян матрозынжен салам ешіні жамла болсасын. Алы шитчеміш, алы сакрымыш ылсынженге. Эбінде такшанги Денис Шинный. Вот. Баян был урухлар ақпын. Ебір Ехрем Прокопий Ефремовын ачызем жинжен икі машарым енжен аван білет бар. Вот. Ехрем Хужана Прокопий Ефремова. Бұл Пенде Сакыржына шиырым бірім жылда, 1821 году родился. В 22 года он женился. В сравнительно молодом возрасте. Тогда принято было женить быстрее, чтобы семью заимели. Ага. Кажется, жену звали Устиньей, кажется.
отца, Устинья, из своей же деревни. Вот у них получилось так, что, кажется, дочерей было пятеро. Так же нет? Один сын, вот они. Сколько там они? Ага. Вот. Так получилось, жена, она Устинья красивая, хорошая, трудяга была. Но нагрузки такие тяжелые, она ушла. Второй раз испытал счастье Прокопий. На сей раз, значит, Екатерина ее звали, кажется, Васильевна, вот, дочь мещанки, она русская. Но тут тоже плодотворно трудились они, любовь была крепкая, 9 родили. Вот, Прокопий Ефремов является отцом 15 детей. Но по Прокопию Ефремова, видите ли, в связи с идеологией, прошлой идеологией, о нем Ефрем Хузя в народе так популярное имя. Ефрем Хузя. А вот толково никто не знал, кто он Ефрем Хузя. Были всякого небылицы были, вот он богатый был, чуть ли как бы, ну, чуть ли не в лаптях ходил, да, какие-то вот такие. А вот когда вник стоял вглубь, какая это семья была, какие сыновья были, вот совершенно другой образ получился у меня. Я решил твердо создать образ сильного, волевого, доброго, находчивого, настойчивого купца, чувашского купца. И у меня получилась драма. Вот на сцене спектакль поставил Оринов Вячеслав, талантливый режиссер. Вот в течение одного спектакля там показан один день купца Ефрема. Вот. Именно день его рождения. Вот тут все раскрывается, какие взаимоотношения между детьми, сыновьями, между супругой, с деловыми людьми. Чебоксар, он же тогда был уже директором банка, сыновья это уже в городской думе, это влиятельные люди. И даже, я должен сказать, городскую казну Ефремову внесли почти половину суммы городской казны. Брат Михаил в этом доме жил, это дом брата Михаила, там Прокопия. Вот. Сыновья, вот, здание Национального конгресса, это там Николай обосновался, ага. Средний сын Сергей вот в этом доме, а третий сын Федор, по Константину Иванову есть красивое архитектурное здание, художественная галерея, вы там бывали, это уже младший сын, вот. Поэтому я должен сказать, вот следующее запомните, друзья. Каждый человек рождается победителем. Вместо тебя могли прийти и другие на белый свет. Кандидатов было сотни тысяч, но ты пришел как победитель. Вот это запомните. Поэтому у вас сидит все родословное, генетическое. Вот сейчас генерал, дети. Вот. Это ведь не только он сам один. В нем все генетическая энергия. Почему такие люди получаются? Вот и вы плохо изучаете свои родословные. Если вы хорошо изучили свои родословные, вы непременно нашли, вот, с кем гордиться, за что себя держать вот крепко, потому что у вас сидит родословное, генетическое. Поэтому этот род очень крепкий был.
очень крепкий, хороший род. Ну, это надо же, депутат Государственной Думы России, сын. Вот какие люди. Вот поэтому я очень доволен, что потом кино мы сняли про Ибрагимовича. По телевидению передают изредка. Кино тоже получилось хорошо. Анатолий Ильич, сирин киногна var, сирин юрода бурчевич хай. Интересно, спектакль в течение 4 года непрерывно шел, и в конце, как завершается спектакль, и песня, ода о нем. Анатолий Ильич, давайте включим Ехрим Узя Тавзана. Очень хорошая песня. Давайте послушаем немного. Погромче, можно? Звука вообще нет. Вот так. Константин Ефремов, Юрлай. Это ода. Этой одой завершается спектакль, люди покидают зал, песня звучит, я специально написал это, и музыку, и текст. Вот. Я думаю, что сегодняшний день больше раскрыл наши глаза. Вот это очень важно. Валентин Даусана, мотор, вот именно Шагабекшин Замбурдан, и вернде Хамар Полега Англадапор, тогда Мухтал Рафтусага, я Парбаян Шагандан. Шабай! Валентин Сана, парне, когда текст Карамбуджа Оза, а Челябинск Харизм Штагаузем. Катерина, Гермия. От вам это на память. Челябинске покоится мой близкий. Тогда вот Анатолий Ильич. Кураторе, тірлієні хақпір, мен талантла, мүчікре хақпір жейінде, білебі ялна хамын, келе құрарым зенде. Темле узанда ебірбаян, ұлаши кысай расмардерім ардыварым ырзем, шаманба, хален свақ парад пара нации музея нештене, Жестянкина Людмила Олеговна, заведующая сектором Музея воинской славы Чувашского национального музея. Пожалуйста. Здравствуйте, дорогие гости! Очень рада вас приветствовать в стенах Чувашского национального музея. Отрадно, что такое мероприятие великолепное проходит именно здесь, у нас, в Чувашском национальном музее. Вот. И сейчас я больше чем, наверное, уверена, что многие, кто здесь присутствует, в Национальном музее, конечно, Музее воинской славы, конечно же, были. Мы являемся структурным подразделением Чувашского национального музея, и открылись мы 5 мая 2000 года по указу президента Чувашской республики тогда Николая Васильевича Федорова, и звучал приказ о праздновании 55-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. И вот 5 мая тогда открылись мы в музейно-выставочном центре Чувашского национального музея. Это здание, как раз родовое гнездо Прокопия Ефремова. И вот на первом этаже, в 6 залах, этот музей существует и поныне. Кстати, эти залы в настоящее время, они в принципе не переделаны, практически немножечко просто перекрыты. И с того времени они почти никаких изменений не претерпели. То есть мы в принципе находимся в историческом родовом здании купцов Ефремовых, именно Прокопия Ефремовича Ефремова. Вот, музей выглядит, это последний 6-й зал Музея воинской славы, зал Победы. Он выглядит таким образом. Где? Следующий слайд. Что-то тормозит у нас.
Вот. Немножечко расскажу про экспозицию. Как я уже сказала, в 6 залах представлена история Великой Отечественной войны, начиная с 41 по 45 года. Разделена она на 3 исторических периода, то есть это историография общепринятая, 3 периода Великой Отечественной войны, и каждому периоду соответствует по 2 зала. Залы небольшие на самом деле, но достаточно информативные. И я говорю, что музей у нас очень персонализированный, построен он по классическому принципу, то есть сейчас вы часто, наверное, когда бываете в музеях, может быть, вы видите, что они больше интерактивные музеи, больше они такие оснащены большим количеством оборудования различного технического, да, то здесь именно персонализированный классический музей. Огромное количество экспонатов и огромное количество людей, представленных в этом музее. У нас из республики на фронт ушло 208 229 человек. Конечно, такого большого количества мы здесь не показываем, но более 2000 экспонатов в нашем музее воинской славы, конечно же, есть. Здесь и подлинные документы, фотографии, комплексы личных вещей. Вот здесь вот вы как раз видите комплексы личных вещей наших выдающихся военачальников. Это тоже в 6 зале. Вот предметы быта солдатского и, конечно же, комплексы участников, тружеников тыла. Как я уже сказала, каждый зал посвящен одному из 3 периодов войны. И вот особо зрелищными в нашем музее являются, конечно же, интерьеры. Это интерьер призывного пункта. Перед вами как раз интерьер солдатского привала. С этой стороны интерьер правления колхоза. У нас есть еще землянка. Кроме того, есть такая тяжелая и печальная страница, это концлагеря тоже. У нас интерьер концлагеря, есть диорамы. Диорамы штурм Рейхстага и диорама форсирования Днепра. То есть у нашего музея именно вот этим, наверное, и гордится, потому что не во всех музеях в настоящее время, в современных музеях, такие вещи существуют. Вот, 6 зал, как раз вы видите, вот партизанская землянка интерьер, здесь диорама штурм Рейхстага. Кстати, автором этой диорамы является Юрий Петрович Матросов, заслуженный художник Чувашской республики. Он же являлся в свое время и главным художником Чувашского драматического театра нашего. Вот он как раз автор штурма Рейхстага. И вот в 2000 году коллектив Чувашского национального музея реализовал проект, который назывался «Сердце своим сохраним навсегда». Это был грантовый проект модернизации и техническое оснащение Музея воинской славы Чувашской республики на средства гранта президента Чувашской республики. Музей был полностью оснащен сенсорными киосками, плазменными панелями. Кроме того, у нас появились проекторы. Сейчас, благодаря нашим проекторам, мы можем мероприятия проводить и в Музее воинской славы достаточно широко. Вот. И особняком сенсорных киосков стоит вот в 6 зале вот эта книга памяти. Это книга памяти Чувашской республики, электронный ее вариант. Книга по вернувшимся с фронта солдатам. Вот. И как раз 27 апреля 2010 года обновленная экспозиция музея открыла свои двери. И вот в этом виде до настоящего времени музей, в принципе, и работает. В этом году ему исполняется 25 лет. Мы уже достаточно взрослый, музей большой. По музейным меркам это много. Но сейчас, в этом году, мы продолжаем свою работу. И сейчас к 80-летию Победы, в год Победы и патриотизма в Чувашской республике, в год защитника Отечества в России, мы уже работаем по 2 выставкам. Это выставка «Родина за нами». Здесь вы наверху видите. Выставка посвящена бойцам специальной военной операции, нашим землякам. Вы с этой выставкой познакомитесь вот сейчас после конференции. Я так думаю, да, вас ждет наш экскурсовод. И вторая выставка, вот, которую мы презентовали буквально недавно, это передвижной выставочный проект «Приходят на подмогу волонтеры». Сегодня обновленную версию этого проекта мы презентовали на послании главы Чувашской республики Государственному совету. Вот. И часть этой выставки сейчас уже находится в Батревском районе. Непосредственно сейчас в самом Батреве находится, и она объедет все наши районы республики. Выставка рассказывает о волонтерских организациях и объединениях, которые работают в поддержку и в помощь нашим бойцам в зоне проведения специальной военной операции. Вот. Ну, и в будущем, что еще планируется реализовать? Первое, это проект в этом письме «Остаюсь жив». Реализован он будет до апреля этого года. Он мы выиграли грант. Он получается у нас при грантовой поддержке Минэкономразвития Чувашии и фонда
президентских грантов. В этот проект будет входить выставка одноименная, в этом письме «Остаюсь жив». Она также будет экспонироваться в музейном выставочном центре на втором этаже. Большой зал мы занимаем под эту выставку. Кроме того, в рамках этого проекта будет реализован фестиваль иммерсивных спектаклей. Это фестиваль для непрофессиональных семейных театров, и мы делаем специальную площадку для этого фестиваля на выставке. И третье – это презентация каталога, сборника, точнее, писем солдатских, хранящихся в фондах Национального музея. Мы этот сборник издадим и презентуем тоже его в день рождения Музея воинской славы 5 мая 2025 года. Ну и еще один крупный выставочный проект, который приедет к нам тоже 9 апреля этого года, это выставка «Художники Победы». Приедет она из Музея Победы, город Москва, и будет единым пространством вместе с выставкой «В этом письме остаюсь жив». Ну, я думаю, что у нас очень много работы. Ветеранские организации и все организации республики, с которыми мы работаем, приглашаем на наши мероприятия и, конечно же, совместно работать. Людмила Олеговна, спасибо большое. Вы все поняли. Экскурсия будет на 4-м этаже. Вопрос? Вот в фондах вашего музея есть какие-либо хоть материалы? Вот, про Неверова как раз хотела сказать, подготовилась тоже к этому вопросу. К сожалению, у нас в экспозиции Музея воинской славы нет комплекса, то есть нет личных предметов Константина Неверова. Константина Павловича, да, Неверова. Хоть один портрет видел. Вот, но нет, он не висит в Музее воинской славы. У нас в фондовом хранении есть две копии фотографий Неверова. Одна из них, кстати, фотография периода, я предполагаю, что, скорее всего, конец 39-го, начало 41-го года. То есть это еще до того, как были погоны, до 43-го. Вот как раз в форме, он там достаточно молодой. Вот одна из таких фотографий у нас есть. Ну, две фотографии в фондах сейчас находятся. Я специально уточняла сейчас у наших фондовиков, сколько у нас. Но в экспозиции, к сожалению, нет. А что касается памятника, печально, конечно, то, что мы забываем про это, но у нас есть много выдающихся военачальников, которым нужно бы поставить памятник, в том числе и Неверову. Например, Александр Николаевич Боголюбов, тоже выдающийся военачальник из Чувашии. Ему бы тоже не мешало поставить памятник, как и Неверову. То есть это на самом деле оказывается очень большая боль. В Чебоксарах вообще так хочется увидеть аллею... Аллею рода Купцов-Ефремовых. Боже мой, мемориальные доски на каждое здание. Кто это должен сделать? Ну, будем решать вместе, да, Людмила Олеговна? Ну что, чтобы сжечь честью, надо помнить свою историю. Гордиться и почитать тех, кто сражался за всех нас. Эта память священна и благородна, и сегодня это становится особенно актуальным, как никогда. Друзья, мне тут подсказали, что с нами сегодня участники, живые участники СВО. Пожалуйста, Владимир Николаевич, просто представьте их. Хорошо, давайте представим их. Выходите, пожалуйста. Специальной военной операции Володя, Никита Малов и настоящие патриоты нашей Родины. Они уже включились в патриотическую работу. Как только началась вот эта специальная военная операция, они первыми пошли на фронт. Они специалисты по, как это называется? Оператор БПЛА. БПЛА. Они уже других учат, как сбивать другие БПЛА, сбивать танки, бронетранспортеры. Настоящие фронтовики перед вами, которые в мирное время вроде бы защищают нашу страну. Ребята, спасибо, а кто нам сегодня ответил? Спасибо большое. Тельцов, Таргаша, надо катили пора набор гиберля. Урмели за усматривать
самый... Ну, Название. С названием, да, конференции. ну да, на Кубу читать. Ну, самая фронтовая песня, наверное, это вот «Катюша, Булинде». Она наверное, Бурде. У нас точно Бурде Булинде. Давай я подержу, если надо. Просто наши семейные песни, которые мы все вместе собирались, братьями, сестрой, с родителями и пели. Ялан Асра Атиане, чувашская песня Николая Карлина.
директорами Пушкина, Чувашнации, Конгресса, Табуджизем Хадерлере, Григорьев Валентин Никонорович Таргашин Буксаиле. Алсубарха. Григорьев Валентин Никонорович. Альдина Александрова Римма Семеновна. Таргашин Табуджа. Каваксире. Сангеев Тельцов Артемий Николаевич. Челябинск-Кран, Инвестор защитник был. Куда? Можно владеть? Меньшикова Ирина Петровна Цагаева. Сейчас телепередер Нижний Баян. Игнатьев Николай Алексеевич, Кондевал, бизнесмен, меценат, Волтархашуна на аппарата. Чаванбегех. Чаванбегех Пирмбе Берле, Кунда Буналла Пачалкин Виктор Алексеевич Пури. Сава, Хальварат Ван Мурзем. Хальварат Банге, всех мероприятий, конференция Дизидиганский. Чунно мероприятие был теперь Заплавитка. Тавах Пурни Дишагр Дагир не знает. Тавах. Тимле Бузанда, Пир Тванжижу, Пир Ехалов, Еби, Резир, Пирле Бузан, Тванжижу, Яланах, вырубать, хватно бывать. Да будет так, Шапла Булда, Чувашнагала. Тавах Пирибуклея, Ани Хайя, опция фотографирования, а сейчас фон